национальностей, которые представлены в нашем государстве. Абхазская национальность, русская, армянская, грузинская и другие национальности. Вот здесь представлено, да, ну другие, ну, пока вот, кстати, работа миграционной службы, мы точно знаем, какое количество детей у нас где. Контингент учащихся по языку обучения, посмотрите, на первом слайде превалировала национальность абхазская, а на этом слайде русский язык обучения. Теперь вопрос, я как представитель русской национальности, но безумно любящий свою родину и мать абхаз, я хочу понять, чего мы вообще хотим? Ну чего мы хотим? Почему мы делаем так? Вот я считаю, что если государство ставит цель, мы должны ей следовать. Правильно? Правильно. Какая цель должна быть у образования? Мы хотим сохранить язык, культуру. Разве это цель? Нет. Мы должны сделать сильное государство через язык и культуру. Не моя задача усадить 30 человек и сказать, так, каждый будет у меня сдать экзамен, и давайте мне здесь отрабатывайте. Не моя цель. Моя цель, чтобы мое государство и каждый представитель из национальности стал членом моего государства. Чтобы он, помимо своей национальности, русской, например, безумно любил абхазскую национальность. И выучил этот язык. Понимаете? Как можно 3 раза в неделю преподавать, и дети не знают? Ну вы мне объясните. Мы знаем 4 типа чтения гласных английского языка. В каждом типе чтения свой тип. Мы их выучили. За 2 дня в неделю платные занятия. А абхазский 3 раза в неделю мы выучили. То мы говорим, что это сложный язык, сложный, гортанное произношение. Слушайте, французский тоже сложный, его первый надо учить. И что теперь, если я во Франции не родилась? Ну хорошо ты истовед, ну ты же скажешь. Вопрос, почему такой результат? Я прихожу к выводу только одному. Внутреннее должно быть, понимаете? Внутреннее. Никакие документы, никакое знание абхазского языка. Знаете, когда мне хотят сделать больно, знаете, как говорят? Ой, эти должности могут быть только лица абхазской национальности или знающие абхазский язык.